Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. На третьем пленуме Якутского рискома КПРФ 30 января текущего года Вячеслав Куличкин избран новым первым секретарем регионального отделения партии. Какие события предшествовали изменениям в составе Якутского рискома КПРФ и его деятельности, мы сегодня поговорим. Наш гость в студии Иннокентий Романов, народный депутат, старший преподаватель исторического факультета Северо-Восточного федерального университета имени Амосова. Иннокентий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Предлагаю поговорить об изменениях в руководстве Якутского рискома КПРФ. Какое же событие стало там причиной? Так, здравствуйте еще раз. Значит, у нас 21 декабря прошлого года, 2025, значит, скончался первый секретарь Якутского рискома КПРФ, член ЦК КПРФ, Виктор Николаевич Губарев. Это человек, о котором я, может быть, позже еще остановлюсь, да? Значит, который действительно более 20 лет руководил нашей региональной партийной организацией КПРФ. Он является лауреатом Ленинской премии, и все 20 лет он член ЦК КПРФ. И в связи с этим, конечно, у нас произошли определенные изменения в составе нашего регионального отделения. Как уже было сказано, на третьем пленуме, он состоялся 30 января уже этого года, пленуме Якутского рискома КПРФ. Единогласно первым секретарем был избран бывший второй секретарь при Викторе Николаевиче, а ныне, значит, он стал первым, это Вячеслав Семенович Куличкин. Кстати, у нас на пленуме присутствовал член ЦК КПРФ Ракутина Татьяна Анатольевна. Она как представитель ЦК. А также на следующий день приехал еще один член ЦК, первый секретарь Иркутского обкома партии Сергей Георгиевич Левченко. Тоже известный человек. Он, собственно, депутат от нашего региона, от Иркутска и от Магадана. И наряду с этим, скажем, при Викторе Николаевиче, значит, было 3 секретаря. Последнее время работали. Это Виктор Николаевич Губарев, второй секретарь Куличкин Вячеслав Семенович, и третьим я был, значит, Романов Иннокентий Иванович, по идеологии секретарь. Я остался в своей должности, и кроме меня еще, значит, избрали еще 4 секретарей. Вторым секретарем стал Васильев Иннокентий Давыдович, а также избрали Аяна Ильича Васильева секретарем, Дмитрия Фаилевича Шарипова, и, значит, избрали также Игоря Сергеевича Бугаенко, который сейчас воюет на Донбассе, его избрали с тем, чтобы продолжить линию, которой занимался Виктор Николаевич Губарев, то есть связь с Донбассом, связь, помощь СВО и так далее. Поэтому его избрали 6-м секретарем. И сейчас, конечно, мы проводим организационную работу по, как говорится, укреплению наших рядов. И, конечно, все... у нас поменялся и состав, немножко поменялся состав Якутского горкома КПРФ. И сейчас мы, значит, как говорится, принимаем все меры, чтобы продолжить работу на том же уровне и, как говорится, готовимся к выборам предстоящим. Кстати, о выборах. Как коммунистическая партия работает по подготовке к выборам в Госдуму? Как известно, да, в этом году самое крупное событие в истории нашей страны – это выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. Прошлые выборы, как известно, наша партия провела очень удачно. Мы избрали 2 депутатов. И по партийному списку, и по одномандатному у нас прошел депутат. В этом году мы тоже готовимся, тоже надеемся на хороший результат. Значит, сейчас разворачиваем эту работу, готовимся. Пока кандидаты не определены, они будут определяться на съезде партии, 19-м съезде, там вторая половина этого съезда будет проходить. Поэтому ждем, когда, значит, будут определены кандидаты, с тем, чтобы развернуть уже конкретную работу по этим лицам. А так, значит, сейчас наш первый секретарь и второй секретарь Якутского рискома, они разъезжают по районным организациям в целях укрепления, в целях налаживания работы. У нас некоторые
первички. Некоторые райкомы, ну, несколько сдали в своей работе. Вот Вилюйский, Татактинская организация, поэтому туда в первую очередь поехали. Ну, уже объехали 6 районов, и сейчас еще поехали вот буквально вчера, еще 4 района посетят. Ну, везде проведут работу по организационно-партийной значит, укреплению и по подготовке к выборам. Вот. Ну, в плане выборов еще что могу сказать. С прошлого года ЦК, значит, проводит такую крупную акцию, как народный референдум, так? Ну, в прошлом году проводили, и нам, значит, опять же, сказали, ну, ЦК рекомендовал эту работу продолжить в этом году, но буквально до выборов. Ну, народный референдум, это действительно это бюллетени, значит, мы опрашиваем население, в бюллетене 5 вопросов, наиболее таких жизненно важных для населения. Вот они отвечают, и потом эти бюллетени и так далее мы отправляем в Москву, там вот все это суммирует. Вот. В прошлом году несколько миллионов уже, как говорится, этих бюллетеней было собрано. Ну, а потом, так как там очень важные вопросы затронуты, то эти вопросы, ну, вот, видимо, отталкиваясь от результатов мнения населения, наша фракция в Госдуме, она выносит как законопроекты и вообще вот предложения делает. Вот такую работу проводим, так, и, значит, надеемся, что эти выборы будут также удачны для нас. Угу. Ну, а какие планы на ближайшее будущее у партии? Так, ну, значит, вот помимо подготовки к выборам, ну, конечно, одна из главных наших работ – это сейчас вот идейно-организационное укрепление рядов. Сейчас мы, да, стараемся все-таки не снизить тот уровень, который был при Викторе Николаевиче, может даже нарастить его. Ну, другое дело, что у нас немножко вот будут, вот СВО, в Донбасс у нас, конечно, сейчас, я не знаю, вот Бугаенко, но он сражается, он уже с 22-го года, по-моему, 22-го года, уже 2 года с лишним, или до 23-го года, он на фронте. Но он приезжает в отпуск, вот, его избрали секретарем Жатайской первички, он возглавляет Жатайскую первичку. Ну, одновременно его заочно вот избрали секретарем ЦК. Так, и вот эту работу будем проводить, тем более, что, учитывая сейчас международную обстановку, то, что происходит вот на Ближнем Востоке, на украинском направлении, да, вот, мы поддерживаем ЦК партии, нашего лидера Геннадия Андреевича Зюганова, что надо укреплять, значит, наши вооруженные силы, надо укреплять обороноспособность, быть начеку, потому что, ну, вот, Соединенные Штаты в лице вот президента Трампа и в целом Запад, они очень что-то нагнетают обстановку, и кто знает, вдруг они действительно еще и на нас пойдут. Поэтому вот мы эту работу стараемся проводить. Ну, военно-патриотическое воспитание это давно идет у нас, там, вы знаете, с тех пор, как было объявлено проведение специальной военной операции. Ну, Виктор Николаевич очень активно работал. Он один из первых, чуть не с 2014 года начал ездить на Донбасс. Но он, правда, живет там рядом, жил в свое время, да, вот у него сейчас там жена, дочь, вот, внуки в Таганроге. Таганрог рядом находится с Донбассом, поэтому он часто там бывал. Вот, ну вот, будем надеяться, это направление. Далее, значит, еще, ну вот народный референдум будем сейчас разворачивать. Ну и, конечно, сейчас пойдет вот, агитационная работа у нас. Свои газеты выходят, значит, газета «Правда» приходит большими тиражами, так, вот, и, значит, ну, также протестную работу будем продолжать, ну и различные проводим акции, связанные с юбилейными мероприятиями, вот, с памятью наших лидеров, вот, и, в общем, стараемся, чтобы наша партия, конечно, была на виду, чтобы она боролась, чтобы люди видели, что действительно это партия защиты широких слоев населения. Ну, во фракции, кстати, работаем тоже. Вот стараемся, как говорится, поддерживать те законы, социальные прежде всего, так, вот, которые улучшают положение нашего населения. Поддерживаем север. Ну, вот Виктор Николаевич очень тоже работал по северу. У него 2 направления таких наиболее было важных. Это вот север и специальная военная операция. Ну вот по специальной военной операции у нас Бугаенко будет. Ну по северу сейчас вот тоже думаем, там кто у нас в комитете по Арктике
кроме него, по-моему, никого не было. Сейчас, не знаю. Ну, мы Север всегда поддерживаем, так, вот. И в традиции Виктора Николаевича, я думаю, будем продолжать эту работу. Ну, и, в общем, у нас работы хватает. Но работы очень много. Да. А может быть, есть какие-то сторонники или союзники, которые помогают? Да. Вот, кстати, о наших сторонников и союзников. Буквально в этом году, ну, во-первых, у нас такой очень важный наш союзник, это наш комсомол. Комсомол сейчас тоже организуется. Сейчас вот с новым составом мы будем активизировать работу с комсомолом, с пионерией. Это раз. Во-вторых, значит, дети войны, очень такой контингент. Правда, это люди, значит, от 80 до 90 лет. Вот я сам дети войны тоже, так, с 45-го года. Ну, по нашему закону, я в декабре родился, вот недавно, 80. Вот, я вхожу вот, в состав городского совета детей войны. Значит, буквально вот на днях провели 4-ю отчетно-выборную конференцию республиканскую. Так? Приехали делегаты, ну, более чем с половиной районов, участвовали, заслушали отчеты, выступили, в общем, переизбрали, ну, избрали новый состав. Ну, фактически он остался тот же, возглавляет республиканское отделение у нас детей войны, второй секретарь Якутского райкома Васильев Иннокентий Давыдович. Вот. Далее у нас такие союзники, как значит, Руссо. Руссо – это значит, российские ученые за социализм. Так, я возглавляю, кстати, Якутское региональное отделение. Да. Всех приглашаю на выборы, потому что у нас, к сожалению, ну, правда, на выборы депутатов в Госдуму процент повыше, но все равно надо, чтобы был высокий процент явки, и тогда, как говорится, мы надеемся, что наша партия получит достаточно голосов. Мы проведем одного, как минимум, а может быть и 2 депутатов в Госдуму. На этом я хочу... Да, спасибо за приглашение на интервью. Вот, желаю всем успехов. Большое спасибо, Иннокентий Иванович, что пришли к нам сегодня. По результатам выборов, ну, время покажет. Приходите к нам еще. Спасибо. До свидания. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.